Телеканал «Якутия-24» представляет документальный проект «Люди специальной военной операции». Я в специальную военную операцию приехал добровольцем. Мне уже полных 60 лет было. Это меня подвигло из-за того, что все-таки отправляя сыновей, братьев, надо какая-то поддержка взрослого человека, старшего. С таким убеждением приехал. Чтобы поддержать морально, психологически. Я так понимаю, что в молодости, в советское время вы служили в армии. Да. Служил я 42 года назад, 80-82 год. Тогда в советской армии я получил, как видите, старшина советской армии, гвардии. По истечении 42 лет попал снова в родную российскую армию. Вас окружают в основном, назовем прям пацаны. То есть они вам многие годятся, наверное, даже не в дети, а во внуки. Во внуки, да. Как у вас складываются взаимоотношения? Знаете, наши сыновья, внуки, закаленные севером, они, оказывается, такие твердые духом. Я абсолютно убежден, действительно, наш край северный закаляет наших ребят. И они, видите, даже получают технику. Вот тут они проснулись, как дети, и начинают что-то трогать, дергать. А так в бою показывают абсолютно хорошее качество воина. Может ли человек привыкнуть к войне, к жизни на войне? Сложный вопрос. Я думаю, что нет. Привыкать к этому страшно, наверное. Сейчас все планируем отпуска, ждем, но они отменяются. Хотя полгода прошло, график составлен, но пока в связи с военным положением она задерживается, график. По чему или по кому из мирной жизни, до военной жизни вы больше всего скучаете сейчас? Конечно, по внукам. Детей полгода не видел. И такой, может быть, немножко странный вопрос. Вам снятся сны? Конечно, снятся сны. Что снится? О мирной жизни, о рыбалке, о охоте, семья иногда. Получается, это был обдуманный шаг, так как забирали ребят наших, друзей. И пошел в первой партии добровольцем. Попал в войска специального назначения также с друзьями. Это был обдуманный шаг с нашей стороны. Вместе пошли, вместе все оказались здесь. И то, что в такой момент у нашего поколения нет других выходов, надо все вместе оказать помощь, так как подрастают наши дети, наше следующее поколение, чтобы они знали, что такое национализм, вообще, что такое нацизм. Можешь вспомнить свой первый бой? Нет, наверное. Или какой-нибудь из... Знаете, наверное, каждый бой, и первый, надеюсь, что не последний. Не боятся только трусы. И тот, кто, наверное, не боится, долго здесь не пробудет, потому что нужно быть всегда начеку. Всегда. То бишь у тебя, грубо говоря, один глаз смотрит вверх, другой под ноги. И вот так разрабатывается моторика. Всегда начеку, чтобы была осторожность, а самое главное, признаю, это, наверное, страх, скорее всего, переживания эти. Так что те, кто говорит, что не боится, это ложь, не боится только мертвый. Как-то так, наверное.
Почему и по кому ты больше всего скучаешь из мирной жизни? Ну, конечно же, по семье, детям, по коллегам, по работе, по своим друзьям. Кстати, здесь тоже выясняется очень многое. Там друзья, здесь уже друзья, можно сказать, вторая семья. Потому что когда переходишь границу и попадаешь сюда, твоя вторая семья, которые самые родные люди, это твое подразделение, твоя рота. И я считаю, что наша семья, наша рота, наше подразделение очень хорошие. Мне в этом плане очень повезло. И с наставниками, и с командирами. И, в общем, повезло. И такой вопрос. А что ты для себя вкладываешь в понятие патриотизм, в понятие патриот? Защита, наверное, не наверное, а защита в первую очередь Родины, как у человека от рождения, особенности у мужчины две матери. Это мама, которая тебя родила и воспитала, а вторая это Родина мать. А второе это, опять же, это наши дети, чтобы они выросли действительно не знающими различий, чтобы не было вот этих деления на национальности, деления на какие-то там регионы или еще что-то. Хотелось, чтобы в будущем Россия была единым государством, и чтобы вот этот вот национализм вообще в корне ушел в прошлое. Ну и доделать то, что наши деды, получается, не доделали в свое время. Проходил я срочную службу в десантно-штурмовом 31-м полку изначально. Далее там были командировки, то есть у меня богатое прошлое. И в этой части я дослуживал когда-то давно, в 2000-х, свой контракт. Поэтому, когда пришел период мобилизации, я уже был на гражданской работе, получил повестку, так и попал в свою родную, можно сказать, часть. Чем занимается спецназ на СВО конкретно? Мы корректировщики, разведчики. Вообще полноценная наша задача – это наводить артиллерию и авиацию. Но сейчас, в данный период, от нас требуют и другие задачи, которые мы выполняем, да, как бы многофункциональные. Это также мы берем укрепрайоны, опорники, то есть вражеские, все по мере, то есть задач, да, если поступило, то выполняем практически сейчас уже все. Но в наши обязанности конкретно входит корректировка огня артиллерии. Мы наводчики, корректировщики. А можешь рассказать какой-нибудь случай, какой-нибудь выход? Уже за период службы выходов много, и, в принципе, все перемешалось. Конкретно какой-то отдельный случай рассказать, что-либо, что интересного. Ребят, мне кажется, уже здесь много рассказали, что на боевом выходе самый интересный момент, что меня, собственно, зацепило, и что более работа с вражескими дронами. То есть, во-первых, дроны не такие маленькие, допустим, да, как наши там для корректировки. Это очень большие, огромные машины, которые поднимаются высоко, их не видно. И, в любом случае их надо заметить, чтобы как-то, да, себя там либо уже охотиться на них, либо не допустить, чтобы они охотились на тебя. То есть вот это самый, собственно, такой, пикантный момент из всех. А все остальное, оно кажется для всех одинаковым уже. Поэтому самое, что выделенное из всех, и вот лично для меня лично, это работа именно вот с этими дронами. Вы базируетесь вместе с ребятами из нашей республики, из Якутии. Расскажи про взаимоотношения, как у вас складывается? Что сказать про взаимоотношения? Ребята как ребята, мы все делаем одно дело. У нас здесь отличий нет. Якут, русский, я с Хабаровска, он с Якутии.
Мы все здесь в одной упряжке. Мы все здесь братья и друзья. У нас здесь одна семья. Как бы ни было, сейчас она здесь. Да, она есть дома, она тебя ждут, но на данный момент семья здесь одна. Так что мы здесь. И если здесь проблема, то проблема одного, проблема для всех. То есть, в принципе, мы живем дружно и хорошо. Получил повестку 24 сентября 2022 года. Ну, по повестке мы 24 уже выехали, получается. Даже 22 получил, оказывается. 24 уже выехали с Нюрбинского района. Вот. Получается, мы уже 29 или 30 уже были на территории Украины. Вот. И получается, 4 октября мы уже зашли на передний край. Вот можете вспомнить тот момент, когда вот повестка оказалась в руках? Что было в голове, в душе, в сердце? Нет, я являюсь прапорщиком запаса, как бы служил раньше по контракту. Ну, как, я ждал повестку, потому что она никак не могла меня миновать. Поэтому уже, как объявили мобилизацию, я уже знал, что меня призовут. Так что я и своих готовил, сам был готов. В принципе, так. Оказались вы на специальной операции. Вы можете вспомнить первый бой? Первый бой, первый бой у нас начался ночью. Первый бой, самый первый. Мы только зашли, нас заходило 12 человек, лесополку длиной где-то километра 1,5-2. 12 человек заходили. И ночью на первый пост, в котором я сидел на глазках, отработал снайпер. Начался ночью бой, получается. Мы стреляли в место, где мог находиться снайпер противника. Он работал ночью с хорошим прицелом, типа везенным, такого у нас тогда не было. В итоге, как у нас получилось, мы вытащили пацана раненого. И когда вытаскивали еще одного раненого, 2-3 схода было в тот момент. Ну, слава богу, не сильные ранения такие вот, мы их вытащили. И в итоге по координатам вызвали артиллерию, по ней отработала, снайпер перестал работать. Вот, это мой самый первый бой. Еще там на видео было, помню, распространилось, там еще говорят, якут, такого был. Вот хохлы сами снимали вот это видео и отправляли нам. Типа. Вот скоро уже будет, год, да, как вы на СВО. Что? Может ли человек привыкнуть к войне? Человек такое создание, которое привыкает ко всему. Да, можно сказать, привыкает. Уезжаешь с зоны СВО, как бы, привыкать, наоборот, заново привыкаешь к мирной жизни. Ну, когда в отпуск уезжаешь, но потом заходишь и буквально там за 2-3 часа обратно уже включаешь боевой режим, как оно и было. Все. По чему или по кому больше всего скучаете из мирной и довоенной жизни? По дому, по детям. Ну что, почему еще? Ну, по тишине, можно сказать. Очень мало тишины у нас, как обычно. По тишине, можно сказать. По спокойствию, по тишине. Такой, может быть, покажется странным вопрос. Вам снятся сны? Да. Что снится? Ну, в основном мне снится дом, почему-то странно. Ну, иногда бои, которые проходили, вот, пересматриваются. А так, все вроде. Потому что надо родину защищать. Детей обижать, женщин. Это неприемлемо, я считаю. И ради этого я просто взял и поехал. А можешь вспомнить первые дни на СВО, чем они тебе запомнить, что, может быть, тебя удивило, поразило? Как приятно, может быть, и наоборот неприятно? Как приятно, то, что тут люди как-то по-другому жизнь видят, по-другому относятся. А то, что неприятно, как бы все заморозилось очень давно и глубоко. Лет 20 так назад. То есть нет ни развития, ничего.
Это вот, я считаю, что вещи неприятные для всего этого. Чем запомнилось еще? То, что тут чисто, относительно чисто, в мирных городах. По чему или по кому, или может быть и почему, и по кому ты больше всего скучаешь из той мирной жизни? По жене, по двум своим девчонкам. Все как у всех, все как у людей. Есть семьи, матеря, дети. Ты уже думал, что ты сделаешь первое, когда вернешься домой с победой? Да, конечно, думал. Обниму жену, подниму на руки детей, а остальное уже не важно, считаю. Дальше уже будет все спокойно, будет победа, будет и тут спокойно, и дома, и на душе спокойно. Как ты думаешь, человек может привыкнуть к войне? Да. Человек такая сущность, ну, к чему угодно привыкает. То есть ты привыкаешь сначала к войне, а потом привыкаешь к мирной жизни. И так это все закольцовывается, и потом уже просто не понимаешь, где ты и как ты находишься. А тебе здесь снятся сны? Да, Что снится? дом, семья, дети. Какие-то моменты, конечно, из боев, но крайне редко. Что ты для себя вкладываешь в понятие патриот, патриотизм? Патриот, патриотизм – это тот, кто безоговорочно пойдет защищать свою родину, свою семью, своих детей, чужих детей. Просто за свою родину будет, так сказать, разрывать. Так, ну, 26 сентября мы покинули свой дом, и 30-го мы были уже в Новохабаровске. Там был распределительный пункт, и попутно отбирали спецназ. Вот. Я был не один, со мной был тоже родственник мой, близкий мой родственник, это родной брат моей жены. И вот, ну, перед тем, как пройти этот отбор, так как я служил в свое время в ВДВ, я просто одел берет. И ребята, они сами к нам подошли, и мы вот попали в спецназ. Ну, подразделение у нас боевое довольно-таки. В основном у нас это разведка, военная разведка. Мы делаем определенные задачи, выполняем, которые нам командование ставит. Также мы корректируем артиллерию, авиацию. Ну и мы уезжаем на задачу на определенное количество дней. После задачи мы возвращаемся, и примерно столько же мы отдыхаем. Отдохнули, помылись, покушали, привели себя в порядок. Ну, время есть отдохнуть нам. И потом опять идешь на задачу. Опять тоже несколько дней там находишься. Ну, вот можно из какой-нибудь задачи что-нибудь сказать? Что... Так, ну давайте я расскажу о той задаче. Я вот сейчас вернулся с госпиталя. Я в конце февраля получил осколочное ранение, тоже выполняя задачу. Мы были уже 5-й день на задаче. Там нам надо было зайти в одно место и сделать там кое-что. Но постоянно заходили ночью, но постоянно нас квадрокоптеры видели. Раз зайдем, отойдем, два зайдем. Ну как-то мы нашли окно все-таки и пролезли. Выполнили там задачу, которую, но потом все равно нас заметили, соответственно, и мы стали отходить, отступать. И там начала работать артиллерия, миномет противника. И вот где-то был позади меня разрыв, мне прилетел осколок в ногу, но я упал, как сказал, что ребята, я 300, пощупал ногу, что кость целая, сухожилия целые. И мы побежали дальше. Там еще один товарищ тоже пострадал, но ему в бронежилет прилетел осколок, оделся он синяком. Вот эта задача мне запомнилась самая долгая и самая такая тяжелая была. Для меня, по крайней мере. Но задачу выполнили. Да, задачу, конечно, мы выполнили.